Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем нашу передачу «Буддийский путь». И сегодня на передаче мы будем рассказывать о духовенстве. На санскритском языке это санха, или это сборище, или объединение тех людей, которые проводят службу, которые распространяют и развивают учение или развивают буддизм. И санха, это многогранное такое понятие, но мы более точечно будем говорить о духовенстве на русском языке. Это священнослужители, это профессиональная группа, которая проводит обряды, службы, распространяет учения и так далее. И буддийское тувинское духовенство, оно было создано, начало формирование этого духовенства началось с 1772 года, когда появились первые хурэ в нашей республике. И самыми мощными монастырями, где были образовательные центры, институты, это был Самогалтайский хурэ и Истый хурэ. И в этих монастырях проводили не только службы, но и там были дацаны, куда принимали хураков для обучения. И в традиции было, что в каждой семье родители отправляли своих детей, мальчиков для обучения в образовательные центры. И там они обучались письму, грамоте и определенным предметам. И к 1930 году численность духовенства составила 3500 человек. И с началом репрессий, с началом разрушения храмов, хурэ, когда в республике не осталось ни одного хурэ, в 1936 году численность духовенства составила 594 человека. И буквально до 1981 года численность достигла до 12 человек, и в 1982 году 11 человек. И впервые попытку изучения духовенства предприняли в 2011 году. И тогда численность духовенства составила 70 человек. И на сегодня, в 2022 году, численность всех буддийских лам, тувинских лам, тибетских учителей составляет приблизительно 100 человек. И мы оформили рисунок, вы можете посмотреть на нашем рисунке. И в 1957 году впервые, когда в России в СССР разрешили исповедовать религии в Туве, в 1957 году отправили на служение в Иволгинский дацан Хомушку Кенден Сюрюмпашке. Это был один из выдающихся тувинских учителей, который был образованным, который обладал и знал несколько языков, и он обладал знаниями тибетской медицины. И с 1957 года по 80-е годы он служил в Иволгинском дацане как рядовой лама. И из Тувы приезжали очень много верующих людей, которые были связаны с буддизмом и заказывали службы, общались и контактировали с нашими старыми ламами, которые находились в Иволгинском дацане. И нужно знать самых выдающихся лам, которые остались в живых в 90-е годы, в период возрождения буддизма. И один из них является Кулар Шимбайол. Он родился в 1898 году и умер в 1991 году в местечке Кирпич-Сарай в Дзухемском Кажуне. Следующий выдающийся лама является Дамба Салчак. Он родился в 1900 году в селе Кызылдах Пайтангинского Кажуна. Далее это Очуржаб Александр, который родился в 1908 году в селе Каратал Улухемского района. И также это Хомушку Кенден Сюрюмпашке, который родился в 1919 году и погиб в 1980 году. Он уроженец Барунхемческого
Кожуна. Далее один из самых выдающихся лам в нашей республике является Сая Кугел Межетеевич, который родился в 1931 году, и его не стало в 2021 году, и он родился в селе Аскабарлык Барухемческого Кожуна. И эти ламы оставили след в нашей республике. Они начинали возрождение буддизма в нашей республике в 90-х годах, и благодаря им были построены дуганы в Вилгинском Дацане, хюре, первые хюре, которые появились в 90-е годы. И именно вот эти учителя, они оставили знания новому поколению, новым хуракам. И когда мы изучали воспроизводство буддийской интеллигенции и нашего духовенства, то выявилось 3 волны отправки хураков и 3 разные направления. И первая волна, она началась в 1991 году, когда начали целенаправленно отправлять хураков в Республику Бурятия, в Волгинский Дацан, в буддийский университет Дашичо Хёрлинг. И в эти года, 90-е годы, были отправлены 10 человек. И после 5-летнего обучения они получили высшее образование и вернулись в нашу республику. Следующая, вторая волна началась тоже в 1991 году, когда первые хураки уехали учиться в город Санкт-Петербург, в монастырь в Петербурге, в Санкт-Петербурге. Туда впервые уехали 3 наших учителей. И они обучились около 3 лет, и это как курсы повышения квалификации. И третья волна, она началась с 1996 года. Впервые 5 хураков были отправлены в Индию, в штат Карнатаку, и на юг Индии, в Дрипунгоманг монастырь. И они, первые наши ученики, обучились 5 лет, они прошли курс праманы или курс логики. И следующее, что можно отметить, то это об обучении. Когда мы говорим о воспроизводстве духовенства, а воспроизводство — это такой процесс, когда обучаются хураки, потом возвращаются, потом уезжают новые студенты, и они возвращаются. И вот этот цикл называется воспроизводство. И оно тесно связано с системой обучения в монастырях. И в Дрипунгоманге начался последний такой этап воспроизводства, которое началось 2001 года. И в это время были отправлены очень много тувинских хураков, учеников в обучении буддийских знаний. И многие из них обучились 5 лет, которые прошли курс логики, или он называется ЦЕМА. И успешно они вернулись и продолжают свое обучение и службу в Хюре Сичерлинг. И когда мы говорим об обучении в Дрипунгоманге, то оно делится на 5 предметов, то есть там обучают 5 дисциплинам. И эти 5 наук, 5 предметов достигается в течение 16 лет. И вот я хотела бы сейчас озвучить эти предметы. И цема на тибетском языке — это предмет логики. Он обучаются логике 4 года. Это 1 и 4 курс. Следующий предмет называется парчин, или это мудрость. На санскритском языке это пражнипарамита. И на этом курсе в течение 6 лет изучают мудрость, постигающую пустоту. Следующий предмет называется ума или мадхьямика. Оно продолжается с 11 по 12 курс. То есть в течение 2 лет монахи изучают мадхьямику. Мадхьямика — это воззрение, это философское воззрение, это самое наивысшее воззрение в 4
философских школах буддизма. Следующий предмет называется дзот, или это абхидхарма. Там обучаются с 13 по 14 курсы 2 года. И те монахи, которые заканчивают этот курс 14 лет, они достигают степени геше дорамба. Геше по нашим понятиям это означает степень, это научная степень. Геше это уже достижение самых высотных степеней. И геше бывает тоже очень несколько этапов достижения геше. Следующий 5-й предмет называется дульва, или это предмет виная, по-другому это монашеская дисциплина. И этому предмету обучаются с 15 по 16 курсы, и в течение 2 лет они обучаются этому предмету. И те, кто заканчивает дульва, получают степень геше гапчумба, или на тувинском это геше капчу. Следующий этап обучения, он связан с достижением научной степени доктора буддийской философии. И после 16 лет обучения монахи сдают экзамены, и в течение 6 лет они обучаются, чтобы сдать экзамен Гешелхарамба. Гешелхарамба — это еще раз степень доктора буддийской философии. И я бы хотела сказать, что за это время, за эти 22 года многие из тувинского духовенства закончили 5 лет обучения, это праману. 2 из них закончили курс парчин, пражня парамиты, 9 лет. И сегодня у нас есть выпускники, это уже геше, 2 геше. Они обладают очень высокими познаниями, они в совершенстве владеют тибетским языком и в совершенстве владеют другими языками. И хорошо преподают, хорошо переводят и очень доступно на своем родном языке излагают сложные темы по буддийской философии. И впервые в 2011 году, в феврале месяце, было проведено исследование в Хуресе Черлинг, и в этом исследовании приняли 32 хураков или тувинских лам, которые тогда находились в центральном храме Хуре Сичерлинг. И в результате этого опроса мы сделали такой вывод, что наше тувинское духовенство, они выходцы из полной семьи, 62,5%. Далее многие из них это ребята из сельской местности, 78,1%. Далее они выходцы из верующей семьи. Большинство их родителей, они веруют и тоже посещают храмы. И этот показатель достигает 82%. Многие из них являются из семьи интеллигенции. Один из родителей имеет высшее образование, то есть наши тувинские ламы, они из семьи интеллигенции, а также, когда мы спрашивали, были ли у вас в семье деды ламы, прадеды ламы, то они ответили положительно, и многие, 78% отметили, что у них в роду были дедушки ламы, которые обладали очень высокими познаниями. И я бы хотела сделать такой вывод, что тувинская санха, тувинское духовенство и тувинские лама-пашкалары, они обладают достаточными знаниями, они имеют российское образование, дипломы о высшем образовании. Многие из них проходили курсы или стажировки в Монголии, в Индии и других буддийских университетах. Далее они являются не только образованными, но и несут эти духовные знания, они практикуют, они несут свет нашему обществу.
И если мы вспомним вот эту статистику, сравнивая 30-е годы по сегодняшнее время, то, конечно, количество духовенства, оно снизилось, и это, конечно, приводит к трудностям в развитии духовной сферы нашего общества и трудности в возрождении и в восстановлении монастырского образования, которые были в Устюг-Хуре и в Самокалтайском Хуре. И чтобы сейчас восстановить эти духовные институты, требуется еще больше времени, потому что для этого требуется хорошая подготовка, хорошее обучение высоким знаниям. И чтобы решить кадровую поддержку по обучению хуроков из Тувы, мы понимаем, что нужно достичь систематичной поддержки хурока и вот не прерывать функционирование воспроизводства нашего тувинского духовенства. И для решения всех этих вопросов, для обучения хуроков и отправки всех тувинских лам в трудное время мы обращаемся к всем нашим телезрителям, всем жителям нашей республики о том, чтобы их поддержать. И если те желающие ребята, которые заканчивают 9 класс и 11 класс, многие из них уже готовы уехать в Дрепунгуманг. И мы поэтому обращаемся с помощью о том, чтобы собрать средства для отправки и для обучения тувинских хуроков. И я обращаюсь за помощью, и вы можете отправить все средства на 900, на мой номер 8 995 517 09 79. И этот номер соединен с Сбербанк онлайном, и там будет имя Тензин Байлак Мачахаевна. И мы будем очень благодарны всем тем, кто услышал и готов помочь отправить учеников, хуроков для обучения и для поддержания их правильного и верного результативности. Спасибо вам большое. До свидания.